Комплекс продакшн и постпродакшн услуг кино. В Якутии планируют создать Центр развития кино и креативных индустрий и Фонд поддержки креативных индустрий и талантов. День библиотекаря сегодня отмечают в России. Какие мероприятия проходят в Якутске, посвященные этому дню? Мир Май ГТО. В Нерюнгри состоялась республиканская акция по сдаче нормативов. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Новые правила доплаты к пенсиям вступили в силу в России. Ранее соцдоплата выплачивалась пенсионеру, если его пенсия была ниже прожиточного минимума. Однако в связи с индексациями основная сумма пенсии росла, доплата же уменьшалась. Так что пенсионер в итоге получал одну и ту же сумму. По новым правилам величина пенсии будет увеличиваться на размер доплаты, и только после этого будет производиться индексация. По такой схеме теперь должны быть проиндексированы все пенсии ниже прожиточного минимума с января. Каждая российская семья, в которой с начала этого года появился на свет третий или последующий ребенок, сможет получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Законопроект, который введет такую меру поддержки, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на этой неделе. Важно, что эти выплаты не будут облагаться налогом, подчеркивают авторы проекта. Закон будет иметь обратную силу, то есть компенсацию получат все семьи, в которых третий и последующий ребенок родился с 1 января текущего года. По оценкам экспертов, потенциальными получателями этих выплат могут стать 20 тысяч семей в год, что составляет около 2% от общего числа потенциальных получателей ипотеки. Алекминский судоходный участок официально открыл навигацию. В Алекминск пришел первый теплоход с грузом для района. Подробнее в сюжете наших коллег. Прибытием первого теплохода с грузом для Алекминского района отметили начало навигации в Алекминском судоходном участке. Теплоход «Неман» доставил груз первым потребителям. Для Алекминского участка знаковое событие, как и для всего предприятия в целом. В этом году две юбилейные даты. 25 лет публичному акционерному обществу Ленское объединенное речное пароходство и также знаменательная дата 125 лет регулярного судоходства на реке Лена. Ну да, действительно, сегодня мы вот открыли в наши ворота всего Алекминского района. Пришло первое судно. Юрий Липунов вышел в 35-ю навигацию. Первая была в 85-м году в качестве рулевого моториста. Сейчас капитан-механик теплохода «Неман». Загрузились достаточно быстро. И когда пошли вниз, уже ледоход немножко впереди нас прошел, то есть мы прошли практически по чистой воде. Экипаж работает слаженно, парни вот молодцы, у меня студенты, практиканты двое, то есть молодежь. Тоже стараются, вникают, чему-то учатся. И по работе у нас как бы все пока хорошо. Алекминский судоходный участок с 26 числа запускает долгожданный паром, столь значимый для жителей нескольких сел. Готовится к вывозу гипса. Ну, у нас работа, она стабильная, налаженная. Как бы все готовы, все мы готовимся к этому. Суровую нашу длинную зиму, да, готовим флот для этих всех работ, чтобы не было сбоев. Мы находимся на таком железной основе. В основном, основной большой поток все равно перевозит наше предприятие. Команда готова работать. На сегодня речные перевозки остаются все так же наиболее востребованными. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Якутии к 2020 году планируют создать Центр развития кино и креативных индустрий и Фонд поддержки креативных индустрий и талантов. Об этом говорили на совещании при главе по вопросам развития якутского кино. Центр станет современной площадкой для обучения высококвалифицированных кадров в сфере кино, анимации, компьютерных игр и графики. Это будет полноценный комплекс продакшн и постпродакшн услуг кино. Кинопавильон, серверная комната, студии и записи. Стоимость обучения составит 300 тысяч рублей в год. Партнерами выступят Британская высшая школа дизайна, Московская школа кино, а также местный артистический институт искусств. Центр будет располагаться на улице Автодорожной. Педагоги будут наши, естественно, потому что нам здесь свою базу нужно создавать, но при этом вот эти программы должны быть
валидированы по мировым стандартам. Что это означает? То, что учить будем мы, а оценки будут ставить там представители ведущих федеральных учебных заведений. В принципе, такая модель уже у них работает. Они работают так с зарубежными партнерами. Мы можем таким же образом работать с ними. Предварительные переговоры проведены. Скорее всего, базой будет именно с точки зрения обучения АГИКИ. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают библиотекари. Он был установлен в 1995 году указом президента Бориса Ельцина. Особую ценность для работников библиотек представляют первые и редкие издания. Так считает Светлана Байтунова, которая 24-й год трудится в Национальной библиотеке республики. В отделе редких изданий хранятся богослужебные книги на иностранных языках и на языках народов Якутии, начиная с 17 века. Отмечу, что сегодня в нашей республике работает всего 504 общедоступных библиотеки. Охват населения библиотечно-информационным обслуживанием составляет более 50%. Много всевозможных разнообразных проектов делать, чтобы максимально было комфортно заниматься. Это и удаленный доступ. У нас сейчас очень большое направление как раз работает по электронной библиотеке, формирование, значит, как раз контента. И здесь может уже участие принять каждое лицо, и в том числе и физическое лицо. Могут вот бок о бок буквально формировать все, что вам нужно. Вы можете делать. У нас хорошо налажена обратная связь. Можно через сайт, можно сделав звонок. В эти минуты в историческом зале Национальной библиотеки Якутии проходит торжественное собрание, посвященное Общероссийскому дню библиотек. На месте событий работает наш корреспондент Анастасия Кобызева. Настя, приветствую, тебе слово. Кристина, я тебя приветствую. Повторюсь, что мы сегодня отмечаем замечательный праздник, Общероссийский день библиотек. И дата выбрана не случайно. Именно 27 мая в 1795 году в России, в Санкт-Петербурге, появилась первая общедоступная библиотека. Ну вот сегодня по всей России работают более 150 тысяч библиотек. В них работают тысячи квалифицированных работников. Только в республике у нас их более 500, и это не считая школьных библиотек. Но что касаемо этого мероприятия, оно недавно только началось. Сейчас выступает симфонический оркестр филармонии Якутии. А далее здесь будут чествовать лучших сельских, поселковых и городских библиотекарей. Им вручат благодарственные письма Государственного собрания Илтумен, а также денежные сертификаты лучшим библиотекам на улучшение материально-технической базы. Кристина. Настя, а какие еще мероприятия сегодня пройдут, посвященные Дню библиотек? Ну, Кристина, сегодня по всей стране пройдут различные мероприятия. Вот, например, у нас в республике впервые стартовала акция, которая называется «Сила книги». Представители муниципальной и государственной власти будут вслух на разных площадках города читать отрывки из своих любимых произведений. Вот эта акция пройдет не только в столице региона, она пройдет и в других районах нашей республики. К акции присоединятся 32 района. И по замыслу организаторов этой акции эстафетную палочку передадут Сахалинской области. Кристина. Спасибо, Настя. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Анастасия Кобызева. В Якутске отключат горячую воду. С 28 по 30 мая и с 4 по 6 июня в столице республики будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. На этот период будет осуществлено кратковременное прекращение горячего водоснабжения. По завершении работ начнется подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону. Запланирован капитальный ремонт трубопроводов, тепловых пунктов, сетей горячего и холодного водоснабжения, а также замена тепловых сетей и оборудования котельных. Каркас велосипедных путей разработают в Якутске. Он свяжет кварталы столицы региона. Проект называется «Велокаркас Якутска», и на данный момент он разрабатывается управлением архитектуры. В этом году начались работы на 202 и 203 микрорайоне. Их протяженность составит 1,5 километра. Путь пройдет на отрезке улиц Рона Малона и Ларионова. В следующем году начнутся работы на объездном шоссе. Для велодорожек сделают дополнительные полосы или обозначат разметкой. В основном это будет сделано на новых реконструированных улицах, где такое возможно. В Неринге спортивно-оздоровительном комплексе «Горняк» прошла республиканская акция «Мир Май ГТО», посвященная году консолидации в республике. На сдаче нормативов присутствовала и наша коллега Александра Цыбикова.
Нерюнгринский район с 2015 года активно принимает участие в реализации комплекса ГТО. И в этом году за 2 дня насчитывается уже более 80 записавшихся. Прием нормативов проводит Республиканский центр тестирования комплекса ГТО и Нерюнгринский отдел по физической культуре и спорту. Воспитанники дошкольных учреждений, это работники МЧС, это студенты Южно-Якутского технологического колледжа, медицинского колледжа, есть работники Якутугля, есть работники Колмара. Поэтому сегодня мы рады всех видеть, работаем с 10 до 2, приходите, пожалуйста. После дружной разминки участники в возрасте от 6 и старше испытывали себя во всевозможных дисциплинах. Растяжка, подтягивание, отжимания, бег, гиревой спорт и другие. Хочу показать, как я умею делать. Что ты умеешь делать? Колесо, мостик, ласточку. Я каждый год привыкла у себя в школе принимать участие в ГТО. И, как бы традиция уже осталась каждый год принимать его. Ни пуха, ни пера. В прошлом году Сергей был участником сдачи нормативов и за высокие результаты получил золотой знак ГТО. В этом же году его пригласили в качестве судьи. Я принимаю нормативы на дисциплины гиревой спорт. Завтра завершится финальный день сдачи нормативов. Затем подведение итогов и самая приятная часть мероприятия – награждение. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Такова информация к этому часу. Оставайтесь с нами.